На 707-м УИКе в сельском поселении Сурхахи зарегистрированы почти 2000 избирателей. К этому моменту более 70% уже сделали свой осознанный выбор. Здесь, на избирательном участке, царит настоящая праздничная атмосфера. Великая держава, наша Россия, ты. Сегодня мы особенно все должны сплотиться, ведь решается судьба нашей Родины. Она у нас одна такая – сильная, смелая и богатая своим народом земля, объединяющая под общим крылом многие национальности. Как одно из свидетельств этой дружбы на ингушском языке так уверенно и красиво говорят представители других национальностей. Голосуют жители селения Сурхахи под звуки патриотических мотивов и зажигательной лезгинки. Выборы – это праздник, поэтому атмосфера на участке соответствует. На 707-м избирательном участке решили исполнить свой гражданский долг и представители диаспор, проживающих в Ингушетии. Они заранее подали заявление. Среди них и Рахматуллах Бабаев. Представитель азербайджанской общины уверен, никто не должен оставаться в стороне, когда решается судьба государства. Конечно, это выбор, это лично мой выбор. Я выбрал своего кандидата. Ну, конечно, после этих выборов, если победит мой кандидат, надеюсь, что по всей России будет мир, по всему миру будет мир. Мы хотим жить в мире, в счастье, в согласии, в толерантном отношении, любить друг друга, ценить разные языки, традиции, культуру, обычаи людей. Поэтому для нас это очень важный процесс, как и для всех людей, живущих в нашей стране. Мы хотим мира, созидания. Поэтому мы сделали свой выбор сегодня. В первые 2 дня явка на участке была довольно высокой, отмечают работники избирательной комиссии. И сегодня жители также постепенно приходят голосовать. Проголосовало около 1400 человек уже. И все эти 3 дня люди идут и голосуют. Знают значимость сегодняшнего мероприятия. Все дни проходят у нас празднично. Люди с желанием идут голосовать. Созданы все условия для этого. Есть кабины для людей с ограниченными возможностями здоровья. Все необходимые условия на избирательном участке, созданной УИК, посетил депутат Государственной Думы Муслим Татриев. 3-й день посещаем участки избирательные и везде наблюдаем хорошую явку, потому что люди понимают важность этих выборов. Мы выбираем будущее на следующие 6 лет, и поэтому люди прям вот мы вот начиная с Малгобекского района, именно отдаленные участки посещали. Везде явка, везде люди прям с таким желанием идут, голосуют. Я думаю, что каждый человек понимает важность этого события, и поэтому люди идут, голосуют. Члены избирательных комиссий помогают голосующим ориентироваться на участке, отвечают на возникающие вопросы. Общественные наблюдатели следят за прозрачностью проведения выборов. Выборы проходят оживленно, приходят люди голосовать, особенно во второй половине дня больше бывает. А так больше выборы проходят вообще безо всяких замечаний. Нормально все проходит. Знаете еще после обеда людей? Конечно. Да. Мы же заранее знаем, что людей больше будет во второй половине. Это и связано, наверное, с этим нашим священным месяцем Рамадан. Может, поэтому, потому что люди отдыхают. Замечаний не было. Люди приходили с семьями, молодежь приходила. Было очень много людей старшего поколения. Мы даже были удивлены, что в таком преклонном возрасте пришли и сделали свой выбор. Свой выбор сегодня сделал и Багаудин Альгиев. От будущего президента России он ждет стабильности и процветания нашей страны. Тем временем праздничное мероприятие продолжается. К собравшимся обратился заместитель министра по внешним связям, национальной политики, печати и информации Ингушетии Асхаб Паров. Это очень значимое мероприятие для нашей страны, для нашей республики. Сегодня мы выбираем наше будущее.
И я хочу сказать, что Россия – это территория межнационального, межконфессионального мира и согласия. И мы будем и дальше поддерживать такое состояние в нашей стране, в нашей республике. Спасибо всем, кто принимает участие в данных выборах. Всем удачи, всего будущего. Также слова благодарности работникам участковой комиссии избирателям выразил глава Назранского района Амирхан Измайлов. Такое мероприятие объединяет все национальности. Я вам желаю всего самого наилучшего. Удачи, добра, счастья, взаимопонимания. Дал эту баху бой, дал дикки, халдики тоже мому халдуин. Через эту межбоб харцах. Представителям диаспоры вручили памятные подарки. Они, в свою очередь, напомнили, что сильная страна может быть только со сплоченным и единым народом. Рина Цычоева, Магаз 24.